Мен мыйзамды карап чыктым, көп эмелер бар экен да, возможность для коррупционных правонарушений. Почему? Вот азыр менде мурдагы сөз сүйлөп кеткендер айтып кетишти. Бирок бул нерселерди вы, оказывается, добавили в статью 18 условия и порядок применения рамочного соглашения. Вот посмотрите эту статью, надо ее конкретизировать, потому что она непонятная, размытая. И потом вот эти все проверки, с одной стороны, начнутся должностных лиц, которые эти рамочные соглашения проводили. А здесь прям четко нужно расписать, как это рамочное соглашение будет проводиться, где это будет объявляться, кто будет участвовать в этих рамочных соглашениях, руководитель тендерной или члены, кто из поставщиков будет. Если вы это не распишете, это, во-первых, будет, значит, предметом проверки правоохранительных органов, во-вторых, это будет большое поле для злоупотребления со стороны главы закупающей организации. Потом, есть очень большая ошибка в вашем проекте. Посмотрите статью 45. Значит, это касается обжалования решений. Порядок рассмотрения обращений административных жалоб независимой комиссии деп тұрсыңдар. У нас есть закон об административных процедурах. На этот закон ссылку сделал наш кодекс об административных нарушениях. Значит, чтобы суд рассмотрел любую, далее, да, жалобу в суд на действия тендерной комиссии, он должен проходить процедуру, предусмотренную законом об административных процедурах. Соответственно, в законе у вас, вот в статье 45, вы должны придать статус административного органа вот одному из инстанций или двум инстанциям, которые вы здесь предусмотрели. А вот в такой редакции, если вы напишете, поставщиктер кыйналат, алар кейін сотқа арыз жазса, сот кабыл албайт. Себеби кодекс нарушается, дейт, вы не прошли вот эту процедуру, вы не прошли, значит, административную процедуру деп айтат. Так что у вас здесь есть полное несоответствие, противоречие с законом об административных процедурах и с законом, с кодексом об административных нарушениях. Обязательно вот это нужно устранить. И вот в статье 3, где понятийный аппарат у вас, в пункте 47 вы указываете, что такое агент, да? Что это вот специальный орган государственный, который далее будет определен, он будет осуществлять по закупке. А до 47 пункта вы уже делаете ссылку на этого агента. Еще агент непонятно, кто у вас, а вы уже делаете ссылку. Поэтому слово «агент» вы сначала разъясните, потому что это один из главных закупающих органов. Дайте ему четкое разъяснение, там нету. Спасибо.